Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амши-Кушара. Сегодня в выпуске. Бадра Гунба встретился с делегацией правительства Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург передал Сухуму 10 современных троллейбусов. О проблемах образования, кадровом дефиците, о связях школы и вуза на площадке АГУ. В Общественной палате приняли коллег из Российской Федерации. Санкт-Петербург и Абхазия расширяют сотрудничество. Бадра Гунба встретился с делегацией из Санкт-Петербурга, которая находится в Абхазии с рабочим визитом. В составе делегации вице-губернаторы Кирилл Поляков и Николай Ленченко, а также руководители профильных комитетов правительства города, руководители предприятий и делового сообщества. Коллеги, мы рады вас приветствовать. Для нас очень важное значение имеет взаимодействие и взаимоотношения с Российской Федерацией, развитие взаимоотношений с регионами Российской Федерации. Также занимает ключевое место в рамках нашего взаимодействия. Отрадно сегодня в присутствии наших коллег заявить о том, что развитие взаимоотношений с Санкт-Петербургом ведется очень активно. Конечно же, если говорить о торгово-экономических связях, взаимоотношениях между Республикой Абхазия и Санкт-Петербургом, мы можем отметить устойчивую положительную динамику в рамках этих взаимоотношений. Еще в прошлом году, в 2025 году, мы согласовали проект соглашения между правительством Санкт-Петербурга и правительством Республики Абхазия. Хотел бы проинформировать вас, наших коллег, что с абхазской стороны уже в январе месяце текущего года были завершены все согласовательные процессы. Это означает, что мы готовы к подписанию соглашения, которое придаст особый импульс в рамках нашего взаимодействия. Не могу не отметить транспортную, логистическую взаимосвязь между Санкт-Петербургом и Республикой Абхазия. Буквально в прошлом году был запущен прямой маршрут между аэропортом Пулково Санкт-Петербурга и аэропортом города Сухум. В рамках этих взаимоотношений более 9 тысяч пассажиров перевезено авиасообщением. Это, конечно же, показатель того, что эти связи носят устойчивый характер, и мы намерены далее развивать эти взаимоотношения. Не могу не отметить сотрудничество в рамках взаимодействия между северной столицей Российской Федерации и столицей Абхазии, городом Сухум. Пользуясь случаем, хотел бы, чтобы вы передали мои слова благодарности губернатору Санкт-Петербурга Александру Дмитриевичу Беглову за ту поддержку, которую он оказывает Абхазии. Мы чувствуем его теплое отношение, мы чувствуем поддержку жителей Санкт-Петербурга, всей вашей большой команды, и благодарим за эту неоценимую поддержку. В рамках взаимодействия между городами, конечно же, не могу не отметить и поддержку, оказанную городу Сухум. Это и новые комфортабельные троллейбусы, которые граждане нашей столицы и гости нашей столицы могли бы уже оценить. Я знаю, что они уже на маршруте у нас в городе Сухум. И уверен, что у нас есть возможность обсудить новые планы, новые перспективы взаимодействия в рамках вашего визита. Еще раз приветствую вас, рад вас видеть. Вы всегда желанные гости на этой благодатной земле. Спасибо большое, уважаемый Бадр Зарабович, дорогой друг. Я рад нашей встрече, благодарю за теплый прием, который оказан традиционно петербургской делегацией на Абхазской земле. Один из приоритетов, который подчеркивает всегда президент, это дружеские российско-абхазские отношения. Поэтому передаю слова приветствия от моего руководителя, от губернатора Санкт-Петербурга.
Он действительно высоко ценит дружеские отношения лично с вами и то отношение к Петербургу, которое есть у абхазского руководства и у населения Абхазии, а конкретно наш город, родной город Сухум, с которым мы с удовольствием всегда вместе работаем. Мы в авангарде процессов взаимодействия между Россией и Абхазией стараемся делать все необходимое для того, чтобы и в Абхазии, и в России был одинаковый комфортный уровень жизни. У нас 25-й год он был таким прорывным в нашем взаимодействии. В нынешнем году мы планируем усиливать это взаимодействие, развивать его. И соглашение, которое вы отметили, мы тоже со своей стороны все согласовательные процедуры провели. И поэтому есть предложение на предстоящем Петербургском экономическом форуме в начале июня в торжественной обстановке это соглашение подписать, если вы не будете против. Также мы рассматриваем возможность, как вы сказали, в прошлом году мы попробовали, запустили рейс, выплатили субсидию авиакомпании iFly, уже почувствовали удовольствие от прямых рейсов. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими авиакомпаниями о том, чтобы в этом году с мая месяца запустить прямые рейсы там, минимум 2 раза в неделю, то, что мы сейчас обсуждаем с коллегами, чтобы от Петербурга до Сухума был прямой рейс. Мы также подключили и туроператоров наших. Также у нас идет взаимодействие по линии школьных обменов. В прошлом году знаю, что ребята из Абхазии посетили летом праздник Алые паруса, и я еще раз хочу передать от нашего губернатора приглашение выпускникам Абхазии, те, кто получают золотые медали, приехать на праздник Алые паруса в Петербурге. Мы обеспечим интересную программу, как и в прошлом году, дадим возможность принять участие в этом незабываемом событии, которое уже прославляет Петербург на весь мир. И, конечно, я не могу не сообщить, что мы готовы на основании договоренности с Ханной Владимировной принять и выпускников, точнее участников программы «Зорница 2.0». И в этом году, соответственно, мы эту работу с коллегами обязательно проведем. И я уверен, что это тоже для них будет хорошее, незабываемое событие. Ну, и, конечно, я не могу еще раз не передать слова благодарности от губернатора за то, что вы передали перед Новым годом и после Нового года мандарины, апельсины для наших воспитанников, наших как бы, учреждений детских. Для них это было, конечно, такое очень незабываемая минутка солнца, скажем так, в их жизни. Поэтому огромное спасибо, Бадру Зурабович, еще раз за теплый прием. Мы всегда готовы к сотрудничеству, к его развитию. Уверен, что петербургско-абхазские отношения будут укрепляться и дальше благодаря вашей личной дружбе. Он попросил передать вам еще раз самые теплые слова. Консультации с вашими коллегами мы провести успели. У нас есть определенный диалог и предварительное понимание по техникуму. Вопрос в том, что есть определенная вариативность по возможным работам, которые могут быть выполнены в части именно, так скажем, капитального, глубокого капитального ремонта с реконструкцией данного объекта. И исходя из этого обсуждается сегодня 3 варианта по техническому заданию, в первую очередь от пользователя. Есть предварительная проработка, именно касается непосредственно пристройки, то есть основное здание, понятно, полностью подлежит глубокой реконструкции и капитальному ремонту, но исходя из задания по мощности, которое впоследствии будет обрабатывать, собственно, этот колледж, как понял, что целеполагание было на 300 учеников, чтобы получилось, потому что если только базироваться на основном корпусе, больше 150, очень сложно, да, по действующим нормативам попытаться технологию разложить. Но если использовать уже территорию пристройки, которая, понятное дело, сегодня не эксплуатируется никак и подлежит полному демонтажу, есть вот, да, и второй вариант, частично, третий вариант, в полном объеме вровень с первым корпусом выстроить технологию, которая позволит мощность объекта действительно довести до планируемых по техническому заданию 300 человек. 10 троллейбусов доставили в Сухум по поручению мэра северной столицы России. В троллейбусном парке состоялась торжественная церемония передачи троллейбусов, подаренных Абхазии Санкт-Петербургом. Губу Саварданя расскажет детали.
До начала церемонии передачи троллейбусов, подаренных Абхазии Санкт-Петербургом, представители администрации северной столицы почтили память защитников Абхазии. Делегация во главе с вице-губернатором Кириллом Поляковым возложила цветы к памятнику в Парке Славы. Новые троллейбусы оснащены системами кондиционирования и рассчитаны на 100 пассажиров, из которых 25 посадочные места. Они низкопольные, что удобно для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также для родителей с колясками. Специалисты из Санкт-Петербурга помогают абхазским коллегам адаптировать технику к местным контактным сетям. Мы буквально недавно восстановили старые городские маршруты, которые долгие годы не функционировали. И сегодня поэтапно начинаем все эти новые троллейбусы запускать по всем маршрутам. Троллейбусный парк, у нас все старые троллейбусы требуют капитального ремонта. И сегодня то, что нам передали 10 новых троллейбусов, дает нам возможность наши старые троллейбусы поставить на капитальный ремонт для того, чтобы в дальнейшем еще большее количество троллейбусов мы смогли использовать по всем маршрутам. Да, вот такой еще низкопольный, он, кстати, это уже современного поколения, у нас такого не было. Люди довольны. Но он и хорошо подходит для маломобильных граждан. Да, с низким полом люди да. могут комфортно заходить, выходить. Да, с колясками. Хотим вам выразить глубокую признательность. На самом деле это очень серьезный подарок для нашего города и для наших горожан. Горожане долгие годы испытывали необходимость в таком транспорте. Троллейбусы у нас курсировали, но не по всем маршрутам и в очень ограниченном количестве. Поэтому сегодня для нас это очень ценный подарок, за что от имени горожан и от себя лично хочу вас поблагодарить. Помимо троллейбусов, петербуржцы передали для Гудаутского района школьный автобус. У Санкт-Петербурга и Абхазии большая программа сотрудничества, и связи укрепляются. У нас 25-й год был таким прорывным, скажем так, благодаря и поддержке мэрии города Сухума, благодаря личному вовлечению президента в эту работу. И надеемся, что мы в 2026 году сделаем еще больше в рамках нашего взаимодействия. У нас очень большая программа сотрудничества между Санкт-Петербургом и Абхазией. Мы сегодня с президентом наметили определенные планы на дальнейшее сотрудничество. Договорились о том, что мы в этом году на Петербургском экономическом форуме подпишем очередное соглашение между правительством Санкт-Петербурга и Республикой Абхазия, в котором будут прописаны целый ряд программ, которые Санкт-Петербург будет реализовывать в Абхазии, ну и конкретно для города Сухума. Мы сегодня еще передали школьный автобус для Гудаутского района. В планах насыщенная программа. Один из важных аспектов в ней – посещение Государственного многоотраслевого колледжа в Сухуме. В образовательном учреждении при поддержке Санкт-Петербурга планируется ремонт. Рабочий визит гостей из северной столицы России продлится до 15 марта. Гугуца Вардания, Роберт Ломия, Рада Гвинджия. Абхазское телевидение. Официальная делегация из республики во главе с премьер-министром Владимиром Делба прибыла в Уфу. В аэропорту ее встретил башкирский премьер-министр Андрей Назаров. В рамках визита планируется обсудить взаимовыгодное сотрудничество, создание новых совместных проектов в различных направлениях. Актуальные вопросы сотрудничества между Абхазией и Республикой Башкортостан Владимир Делба обсудил с главой Башкортостана Радием Хабировым. Особое внимание на встрече уделили вопросам запуска прямого авиасообщения между Уфой и Сухумом. Хабиров подчеркнул важность организации таких рейсов и сообщил, что правительство Башкортостана уже ведет переговоры с авиакомпаниями для выполнения рейсов. Очень рады приветствовать делегацию Абхазии в нашей республике. Сотрудничество с Республикой Абхазия для нашей республики имеет особенное значение. Оно, может быть, в плане больших цифр товарооборота не показывает, но мы понимаем важность нашего сотрудничества. Спасибо большое. Я, во-первых, хотел сразу поблагодарить президента Абхазии, Борису Драгоевича, передавайте, пожалуйста, большой привет за его тоже стремление сотрудничать с нами. Мне кажется, у нас это все получается. Если предметно говорить, мы
Как и договорились с абхазской стороной, у нас есть дорожная карта, там целый ряд мероприятий уже расписан до 30 года, и мы следуем этой дорожной карте. Прежде всего, я хочу выразить благодарность за тот радушный, теплый и поистине братский прием, который оказываете вы, нашей делегации. И передать слова приветствия Бадру Зурабовичу, президента республики, с наилучшими пожеланиями вам. Безусловно, наши отношения вышли на новый виток развития. Основополагающим документом в наших взаимоотношениях наконец-то формализовано стало соглашение об осуществлении международных связей, внешнеэкономических связей в различных сферах. Мы готовы к более предметным обсуждениям в рамках уже, как вы только что сказали, дорожной карты. Она достаточно объемная, там очень много мероприятий, которые надо совместно реализовывать. Это впервые в истории нашей осуществляется масштабная реконструкция набережной нашей столицы. И Республика Башкортостан принимает непосредственно в этом участие. Это историческое событие. Все, что мы делаем, делаем на благо будущих поколений, чтобы сейчас, безусловно, очень рассчитываем на то, что вот такое более тесное взаимоотношение, которое сейчас нам формально, как говорится, с точки зрения права, дает полную возможность реализовывать все наши намеченные планы. В рамках встречи Ради Хабиров вручил Владимиру Делба орден дружбы Башкортостана. Орденом дружбы народов награждается Делба Владимир Валерьевич, премьер-министр Республики Абхазия. После встречи с главой Башкортостана Владимир Делба рассказал журналистам подробности. Хотел бы поблагодарить руководство республики за очень теплый и радушный прием нашей делегации. И сегодня мы на самом деле посетили ряд объектов, среди которых Центр управления республикой. Это вообще удивительная платформа, которая дает возможность мгновенно собирать информацию, обрабатывать, анализировать и принимать единственно правильные и важные решения для того, чтобы ситуация менялась к лучшему. Вот на встрече с работниками этого центра я попросил премьер-министра Башкирии Андрея Геннадьевича, если это возможно, мы обязательно обратимся официально, чтобы перенять опыт в этом направлении. Это ускоряет принятие решений, это повышает эффективность решений, эффективность административных решений. Поэтому вот хороший опыт, который мы на самом деле хотим его до конца изучить, ну и потом со временем, конечно, будет применять. Здесь уже есть хорошие наработки, видны вообще удивительные решения приняты, на мой взгляд. Это на самом деле очень достойно и похвально. Владимир Валерьевич, наверное, для многих стало радостной новостью, что будет прямой рейс до Республики Абхазия. Расскажите о реализации этого проекта. Ну, на самом деле авиасообщение, само как отрасль по осуществлению перевозок пассажиров и грузов, ну, в данном случае пассажиров, это большая мечта нашего народа. Более 30 лет наш аэропорт не принимал, не участвовал в авиасообщении. И вот благодаря решениям руководства республики, благодаря решениям руководства Российской Федерации, президента Республики Абхазия и руководства России были приняты решения о возобновлении авиасообщения между Республикой Абхазия и субъектами Российской Федерации. Сегодня вот на встрече мы услышали о том, что с 1 мая будет осуществляться регулярный рейс по маршруту Уфа, Сухум, столица Республики Абхазия. Мы, безусловно, очень рады этому событию. Я убежден в том, что как и жители Башкортостана будут посещать нашу республику, так и, разумеется, граждане республики обязательно приедут в гости в Башкирию. И тот мост,
который мы создаем через вот эту коммуникацию, обязательно даст самое важное, всегда о чем мы говорим, это общение между людьми, это коммуникация, это еще важнее станет уважение друг к другу между нашими народами. Вот это самое, наверное, главное, что мы должны увидеть. Ну, а, безусловно, развитие и туризма, и, несомненно, новые возможности будут для предпринимательства, для бизнес-сообщества, событийные мероприятия наверняка будут иметь место. То есть здесь преимуществ очень много. Недостатков в таких решениях не бывает. Мы очень рады и признательны руководителям Башкирии за такие решения. Спасибо. Спасибо. В Общественной палате состоялась встреча с членами делегации Российской Федерации, участвовавшими в гражданском форуме, прошедшем в Сухуми 12 марта. Гости передали материалы и рекомендации, которые Абхазия сможет использовать, рассказав об успешных проектах, давших высокий результат. Все подробности в репортаже Аэлиты Арутюнян. Шаг к конструктивному сотрудничеству и действиям. Так охарактеризовала секретарь Общественной палаты Абхазии встречу с коллегами из Российской Федерации. Гули Кичба подчеркнула, что общественные советы играют важную роль в укреплении взаимодействия между обществом и властью. Напомним, участники Республиканского гражданского форума Абхазии приняли резолюцию, включающую в себя 3 раздела: демографическое развитие, сохранение народа, репатриация и работа с диаспорой, развитие сельских территорий. Гули Кичба отметила, на мероприятии было понимание общих вопросов, также интересов. Какие-то другие вот сейчас пошли ценности, где нравственность и вот эта мораль, она немножечко опускается. И это очень важные вещи здесь были сказаны. Как нам вместе дальше из этого выходить. То есть самая главная инвестиция – это дети, это будущее поколение, это те, которые должны дальше нести наш этнос. И как если Россия переживает, то представьте, в каком мы сейчас положении. И вот это понимание наших общих вопросов и интересов нам сегодня как раз было все созвучно. Члены Общественной палаты России высоко оценили прошедший гражданский форум. Было отмечено, что опыт нашей страны будет весьма полезен в дальнейшей совместной работе. Буквально вчера был избран от Общественной палаты Дагестана в состав Общественной палаты Российской Федерации. Я старейшина там в Общественной палате. И мне то, что я услышал, увидел, это очень здорово пригодится в дальнейшей нашей работе. Мы будем больше общаться, будем приглашать на наши мероприятия, на совместные мероприятия, совместные круглые столы. И это взаимообогащение придет нам всем в пользу. Гости передали рекомендации и материалы, которыми Абхазия сможет воспользоваться, рассказав о своих успешных проектах, показавших высокий результат. Отмечалось на встрече и то, что страны сталкиваются с одинаковыми проблемами, например, демографическими. Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии и защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, подчеркнул важность участия в демографических проектах. Он также отметил сложность демографической ситуации, назвав ее чрезвычайной. По мнению Рыбальченко, в отличие от стран, где большие семьи уже исчезли, у России и Абхазии еще есть шанс изменить ситуацию. Он рассказал о реализуемых членами профильной комиссии ОП и РФ проектах в этой сфере. Это ясли и няни. Мы сделали систему добровольной сертификации. Мы разработали профессиональный стандарт нянь. По нашей инициативе был разработан, утвержден Минтрудом. Разработали программу для обучения, сделали ее онлайном. В онлайн вывели. И даже во время ковида мы даже экзамены стали принимать онлайн. Мы на сегодняшний день обучили уже более 1000 нянь и 300 нянь сертифицировали. Потому что помимо обучения нужно, чтобы няни показали, что у них нет судимости, что у них есть медицинская книжка. И все это является основанием для реестра, где можно все это проверить. Мы готовы с вами поделиться нашим опытом. Принятая на гражданском форуме резолюция должна быть выполнена на государственном уровне, отметил член Общественной палаты Сократ Джинджоля. Говоря о демографической ситуации в стране, в республике существует поощрение многодетных семей, но размер выплат незначительный и не стимулирует молодых людей строить большие семьи. Поэтому эти меры необходимо усилить. Сократ Джинджоля остановился и на проблеме репатриации. Большая часть абхазов проживает по независящим от нас причинам за рубежами. Какие у вас пути решения проблемы?
один из путей – это значит, возвращение наших соотечественников вот из этих стран. Здесь очень много проблем встречается. Таким, значит, как-то разом решить эту проблему невозможно. Это длительный процесс. И второй, конечно, собственные усилия, собственные внутри страны. Это самое надежное, самое такое, знаете, перспективное. Вот здесь нужно, конечно, делать все, что нужно для того, чтобы вот эти поощрения были на уровне, ну, шаг за шагом, наверное, будет как-то улучшаться. В завершении встречи участники обменялись памятными подарками. Айлита Арутюняна, Храмичева, Абхазское телевидение. В селе Окум Ткорчасского района задержан гражданин Грузии Имзар Багишвили, подозреваемый в шпионаже, а гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом, выдворили из Абхазии. Все подробности в материалах пресс-службы СКБ. В ходе реализации оперативной информации 10 марта 2026 года сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия в селе Окум Ткорчасского района был задержан гражданин Грузии, обладающий видом на жительство Республики Абхазия, Багишвили Имзар Таликович, 1968 года. Все, начинаем. Задержанный подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 274 УК Республики Абхазия «Шпионаж». По имеющимся данным Службы государственной безопасности Республики Абхазия, Багишвили Имзар занимался сбором и передачей информации сотруднику спецслужб Грузии о социально-политической обстановке в республике, о маршрутах передвижения военной техники и транспорта. Сейчас в присутствии понятых мы будем проводить обыск вашего дома. Где есть? Да. Где живут? Двое в Грузии, один в Америке. Багишвили Имзар задержан и доставлен в здание Службы госбезопасности. 12 марта следственным отделом СГБ заведено уголовное дело по статье «Шпионаж». Проводятся следственные мероприятия. Служба государственной безопасности отмечает, что подобные факты взаимодействия с грузинскими спецслужбами пресекаются на стадии покушения, что позволяет предотвратить ущерб интересам Республики Абхазия. Третьего марта 2026 года сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия в ходе реализации оперативной информации в городе Сухум был задержан гражданин Турецкой Республики Улаш Энес, 1999 года рождения, находящийся в международном розыске по линии Интерпола. Установлено, что задержанный был одним из участников преступной организованной группы и подозревается в соучастии в умышленном убийстве представителя преступного сообщества на территории Турции. Улаш Энес, нарушив правила пребывания в республике, длительное время скрывался от правосудия, используя территорию Абхазии как укрытие. И каким путем вы прибыли на территорию Абхазии? 2022'de Abaza'ya Gürcistan sınırı üzerinden В geldi. 2022 году он попал на территорию Абхазии со стороны Грузии. Riyad Türkiye Polis. Ben arkadaşımla beraber burada Türkiye'de mafya tarafından arkadaşım öldürüldü. Значит, вы убили со своим другом представителя мафии. В отношении задержанного гражданина Турции проведены соответствующие оперативно-следственные мероприятия. 13 марта Улаш Энес выдворен с территории Республики Абхазия на территорию Российской Федерации в рамках межгосударственных соглашений для последующей передачи стране-инициатору розыска. СГБ Республики во взаимодействии с правоохранительными органами Российской Федерации принимает меры по недопущению превращения Абхазии в убежище для представителей транснациональных преступных группировок. Соединенные Штаты пригрозили Ирану самым масштабным ударом за все время своей военной агрессии. Об этом на брифинге заявил министр войны США Пит Хексет. С первого же дня ожиданий нашей нации и требований президента наши солдаты неистово сражаются с присущей им точностью. На самом деле сегодня будет, опять же, самый массированный удар, который Америка когда-либо наносила по иранскому небу. Количество вылетов и количество бомбардировщиков достигнут своего пика и будут только увеличиваться.
Иран также продолжает отвечать на обстрелы своих городов. Корпус стражей исламской революции опубликовал новое видео с запусками по американским целям в регионе. Однако, в отличие от Ирана, США и Израиль предпочитают бить по гражданским объектам. Так, очередной американо-израильский удар пришелся рядом с массовым митингом в центре Тегерана. Подробности в материале главы иранского бюро Арти Хамиди. Мы находимся на улице Энгелаб, и за моей спиной вы видите последствия нескольких взрывов, которые произошли во время шествия в честь дня Аль-Кудс. Судя по всему, это были точечные удары беспилотников. Несмотря на эти взрывы, митинг проходит дальше. Люди, которых вы видите здесь, несут символические белые саванны. Это саванны детей города Минаб, погибших в результате недавних ударов США по их школе. Собравшиеся скандируют «Смерть Америке», «Смерть Израилю» и требуют отомстить США и Израилю за эту атаку. Мы пришли на митинг в честь дня Аль-Кудс, чтобы враг знал, народ твердо стоит за свою страну. Мы здесь, чтобы защитить Палестину и сказать, что мы ее не оставим. А также сказать Америке: след от пощечины Ирана все еще на вашем лице. Помните об этом. Хаменеи всегда жив, и даже если его нет с нами, его путь продолжается. Наше послание Америке далось США. В этом году атмосфера нашествий в Тегеране совершенно иная. Особое значение ему придает вчерашнее обращение нового лидера Ирана. В своем послании он подчеркнул решимость продолжать атаки на американские базы в регионе, вынес предупреждение о возможном закрытии Ормузского пролива и поклялся отомстить за кровь учеников из Минаба, погибших в результате американского удара в первые дни войны. Очевидно, что новая глава в истории Ирана стартует с ясным сигналом. Любые действия против национальных интересов страны повлекут за собой сокрушительный ответ. США частично вывели из-под санкций продажу российской нефти. Минфин выпустил лицензию, позволяющую завершить поставки российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда по состоянию на 12 марта этого года. Документ разрешает операции до 11 апреля текущего года. В Москве уже прокомментировали решение Вашингтона. В Кремле отметили, что интересы России и США совпали ситуативно. Спецпредставитель президента Российской Федерации Игорь Дмитриев заявил, что фактически США признают, без России мировой энергетический рынок будет нестабильным. По поручению президента Путина прибыл в США, где провел встречу с представителями администрации президента Трампа, в том числе в рамках российско-американской экономической группы. Мы обсуждали как перспективные экономические проекты, так и восстановление отношений России с США, и в том числе обсудили кризис энергетический, который сейчас происходит в мире. И мы видим все, что большее количество стран, в том числе Соединенные Штаты, понимают абсолютно ключевую роль российской энергетики, российской нефти и газа для стабильности на рынках, и также понимают вредоносность и неэффективность существующих санкций против российской энергетики. Между тем, ближневосточный кризис уже полностью затронул жизни простых граждан по всему миру. Во многих странах запечатлены кадры очередей из машин и водителей, спешащих закупить топливо, пока оно не подорожало еще больше. Мировой топливный рынок демонстрирует одну из самых резких динамик за последние десятилетия. Наиболее уязвимым регионом из-за высокой зависимости от импорта и резкого скачка цен на газ оказалась Европа. Средний рост за 2 недели 15-25%. Страны ЕС уже решили использовать стратегические запасы нефти. В самих Соединенных Штатах рост еще выше, в среднем на 30-40%. Мы поговорили с доцентом МАГУ, заведующим кафедрой экономической теории Александром Страничкиным. По его мнению, ситуация в очередной раз доказывает, что невозможно изолировать Россию, учитывая ее значимость для мирового энергетического рынка. Сложилась ситуация, что на рынке появилась нехватка нефтяных продуктов.
Соответственно, это сказывается на экономическом положении многих стран, в том числе Западной Европы, и поэтому понадобились те не излишки, даже сказать, а та нефть, которая есть в России, для того, чтобы смягчить вот эти энергетический кризис, который сегодня наступил в Европе и в мире. Всегда, когда есть определенные не излишки опять, а то, что количество нефти увеличилось, оно ведет, конечно, к снижению. Это естественный закон рынка. Европейские страны все время выступали против российского газа, да? Газопроводы взрывали, СПГ-то в основном поставлялось из Катара, это понятно, но СПГ поставлялось из Соединенных Штатов Америки. И, соответственно, надо было брать конкурента, а конкурент – это Российская Федерация. И вот в связи с этим появлялись такие моменты. Сегодня понятно, что боевые действия распространились не только на Иран, а и на тот же Катар и так далее. Поэтому и цена на СПГ начала резко расти. Естественно, Российская Федерация сама предложила поставлять СПГ, потому что она действительно является гарантированным поставщиком, независимо от политической и экономической ситуации. Но, к сожалению, Запад идет по пути конфронтации, поэтому все вопросы, которые есть, они временные, вот эти вот разрешения. Как только это закончится, я думаю, что опять будет попытка давления на Российскую Федерацию. Абхазская государственная телерадиокомпания и Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает взаимодействие в создании и трансляции программ и передач, направленных на сохранение и развитие языка, пропаганду культуры и традиций народов Абаза. То, что делает Абхазо-Абазинский конгресс, я думаю, что это очень серьезная и продуманная работа. Мне кажется, что главное все-таки сохранить в себе себя. Вот нам, абхазам, абазинам, нашим народам или нашему народу, вот именно сохранить себя в себе, чтобы в этом сложном мире мы все-таки смогли молодому поколению передать как-то через наши традиции, через культуру, через разного рода мероприятия память о нашем едином общем прошлом, чтобы молодые понимали, что мы один народ, у нас одни корни. И очень важно не потеряться. Но вы это делаете через малые дела, вот кажется, малые дела, но малые дела, которые могут разбудить то, что в людях обычно спит. То, за что вы болеете, важно, чтобы в хорошем смысле эта болезнь любить свой народ, свою историю, все, любые детали, любые кусочки, вот все, что было связано с нашим прошлым, с нашим настоящим, вот этой болезнью заразить большое количество людей среди абхазов и абазин, и чтобы мы шли вместе. Это наш не первый договор. Вот на протяжении многих лет мы совместно работаем. Вот, и абхазское телевидение всегда всесторонне помогает в информационном составляющем. Вот, у нас был ряд хороших проектов, которые мы реализовали, которые реализуются на данном этапе, и еще впереди очень много проектов. В первую очередь хотелось бы, конечно, председателя Высшего совета Мусахбаля Шейхзекова поблагодарить Ирину Шатовну за поддержку, за ваш профессионализм и всю команду абхазского телевидения. То, что мы делаем, скажем так, наши цели, они одинаковы именно в социальном направлении. Вот, мы занимаемся сохранением и развитием нашего языка, культуры, быта, истории и нематериального культурного наследия. Как наладить диалог поколений, совместить традиции и современность? Этот вопрос обсудили в АГУ представители сферы образования, министр просвещения Хана Гунба, руководители и преподаватели университета, учителя, а также студенты и школьники. Репортаж Ирены Богатели.
Рассмотреть диалог поколений как стратегический и практический ресурс в образовании, науке и профессиональной деятельности молодежи. С такой целью на площадке АГУ собрались представители образовательной сферы республики. Мероприятие прошло по инициативе Россотрудничества в Абхазии. Российского народа, так и у народа Абхазии есть и, скажем так, ценности, те, которые у нас пересекаются. Крепкая семья, забота о детях, да, или, допустим, патриотизм, гражданственность, да, служение Отечеству. Наверное, они совпадают здесь. Поэтому мы хотели бы здесь обсудить, какие ценности есть и как их можно передать с учетом того, что наша молодежь не всегда воспринимает те механизмы, те формы, к которым мы, может быть, привыкли в свое время. Многие блестящие абхазские традиции мы соблюдаем, непреложные, и те, которые служат в том числе и образованию, то есть воспитанию и обучению. Не всегда это получается. Очень важно слушать и слышать друг друга с тем, чтобы очень многие вещи исправлять, вместе исправлять. Участники обсуждения отметили важность установления связи между школами и вузами. Для достижения этой цели во всех районах проводятся профориентационные лекции, где преподаватели делятся своим опытом, рассказывают о факультетах и направлениях учебы в АГУ и помогают абитуриентам в выборе подходящей для них профессии. Мы видим необходимость сохранения контроля над образовательным маршрутом ученика, будущего студента, будущего кадра для страны, проведение, введение высших образовательных учреждений, среднепрофессиональных образовательных учреждений в школу, открыть для них школу, открыть двери школы. Потому что профориентация – это все-таки живое общение. Это не знакомство с профессией, это знакомство с человеком, который успешен в своей профессии, который любит дело, которым он занимается, и который показывает свою профессию с той стороны, с которой видит ее только он. Что делаем мы, конкретные шаги наши? Они заключаются в том, что мы приходим в школу, проводим с ними эксперименты, мы открываем для них университет, мы проводим летние занятия со школьниками. В университете у нас такой ноу-хау, я считаю, потому что нигде даже в интернете я такое не встречала. Мы приглашаем школьников на практические занятия в университет для того, чтобы они увидели, как проходит учеба. На сегодняшний день вопрос нехватки преподавателей, особенно в сельских школах, стоит крайне остро. Беспокоит и отсутствие конкурса при поступлении на педагогические специальности, такие как биология, химия, физика, математика, отметили на встрече. Для того, чтобы привлекать на педагогические специальности абитуриентов, для этого профессия преподавателя должна быть привлекательной. Педагог должен превратиться в совсем другую фигуру, нежели чем сегодня он занимает в нашем обществе. Мы отчасти находимся в положении, когда ментально мы в социализме. Мы еще от него не отказались в полной мере, но на дворе капитализм со всеми его неприятностями. Но это реальная данность. Поэтому наша задача как можно быстрее адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам и изменить парадигмы, оценки и подходы. По итогам круглого стола было решено активировать совместную деятельность по налаживанию более тесных связей между школой и вузом. Ирина Богателия, Рамо Камке, Абхазское телевидение. Одна из первых партий саженцев 20 камфорных лавров поступила в Сухум. Их высадят на улице Лакоба и на проспекте Аяйра. В ближайшее время привезут еще несколько партий посадочного материала, в том числе гималайские кедры для улицы Пушкина. Растения приобретают в рамках исполнения поручения главы администрации Сухума Тимура Агарба по озеленению города. Особое внимание уделят участкам из-за падения деревьев. Там высадят новые деревья, чтобы создать комфортные условия для пешеходов и улучшить внешний вид улиц.
А сейчас о погоде в ближайшие сутки. По сообщению Гидромедцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 2,7, днем плюс 13-18. Температура морской воды плюс 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.